Спустя час депутаты Законодательного собрания приступили к решению повседневных задач. На очередном заседании народные избранники приняли целый блок законов. Нововведения касаются изменений в региональный избирательный кодекс, вопросов поддержки многодетных семей и принятия ряда поправок в устав Тверской области. Важнейший закон, принятый на заседании, касается главного документа области – устава. Вопрос о внесении в него ряда поправок депутаты областного парламента обсудили одним из первых. В частности, на повестке дня новая редакция 111 статьи, согласно которой выборы губернатора станут всеобщими и прямыми, а срок полномочий вновь избранного главы региона будет исчисляться 5 годами. Предъявляется и ряд условий к кандидатуре – возраст не меньше 30 лет, гражданин России. В соответствии с федеральным законодательством в поправках указано, что в случае признания выборов губернатора несостоявшимися либо недействительными, повторные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом. В данном случае до вступления в должность избранного губернатора исполнение обязанностей высшего должностного лица будет осуществляться лицом, назначенным президентом Российской Федерации. Кандидатам на должность губернатора необходимо будет собрать свою поддержку, подписи среди депутатов, представительных органов местного самоуправления и глав избранных на прямых выборах и на день назначения выборов губернатора, исполняющих свои обязанности. Законопроектом предлагается собрать 7% подписей среди данной категории участников избирательного процесса. Поправки в главный документ региона приняты единогласно, после чего депутаты приступили к рассмотрению не менее значимого вопроса – поддержки многодетных семей. Согласно проекту нового закона, нуждающиеся в поддержке семьи при рождении третьего и последующего детей будут получать ежемесячную денежную выплату до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. По предварительным подсчетам сумма выплаты составит 7100 рублей. Финансирование пособия 90% федеральные средства, остальные 10% берет на себя региональная казна. Этот процент финансирования мы обеспечим. Конечно, такую меру поддержки надо незамедлительно принимать. Поэтому достаточно оперативно приняли этот закон, чтобы наш регион попал в том числе в проект федерального бюджета на следующий год. Мы все сделали вовремя, выверено, и деньги будут поступать. Надеемся, теперь хотелось бы, чтобы как можно больше было семей, еще раз, многодетных семей в нашей области.